Мы очень рады вас видеть сегодня в нашем проекте «Татарский полиглот». Меня зовут Азалия. Закончила я Башкирский государственный университет, татарско-русское отделение филологического факультета. Татарский полиглот организуется при поддержке фонда президентских грантов. Организатор проекта – татарская молодежная организация «Чек-Чек», который занимается курсами татарского языка, также мероприятиями, о которых вы, наверное, уже слышали. Татар-язык Пермского края, краевой детский сабантуй, фестиваль татарской молодежи и так далее. Наш проект будет состоять из 16 занятий, каждый из которых будет записан на видеосъемку. В дальнейшем вы сможете посмотреть его онлайн. Также пригласить ваших знакомых, которые также могут присоединиться к нашему проекту. Большая просьба выполнять наши домашние задания, которые мы будем вам отправлять. И потому что весомая часть успеха зависит только от вас. В конце нашего обучения будут подведены итоги и вручены сертификаты о прохождении данного курса. Это будет на празднике Международный день родного языка 22 февраля. А теперь мы начинаем. Наша с вами основная задача – довести базовые грамматические структуры языка до автоматизма. Что же такое базовые грамматические основы языка? Например, когда мы ходим, мы даже не думаем, какой ногой переступить. Мы это все делаем на автоматизме, потому что мы этому научились уже в детстве. И именно вот этому надо научиться нам и при изучении языков, так как все проблемы у нас состоят из-за того, что мы не можем собрать фразы в одно целое. И можно годами и учить язык, но так и не научиться строить простые обычные фразы. Мы с вами будем стремиться к этому, чтобы мы смогли поддержать собеседника, отвечать на вопросы. Основной структурой практически любого языка является способ выражения действия. Это глагол. Поэтому мы будем обращать много внимания на личные местоимения и глаголы. Будем выделять больше времени. Что же касается особенностей татарского языка, то можно выделить это отсутствие родов. В татарском языке нет родов, поэтому у нас у татаре получается «он пошла», «она пошел». Вот так иногда у нас даже выходит, потому что родов у нас нет. Пулки «ты» это может означать и мужской род, например, мальчик пошел, маленький «ты», девочка пошла, у нас будет «хазки ты». Отсутствие рода. Простая форма образования множественного числа. Множественное число у нас образуется при помощи ла, ля. К этому на, не. Мы к этому ко всему, конечно, вернемся. И закон сингармонизма. Об этом мы сегодня поговорим с вами. Татарский язык входит в тюркскую языковую группу. А тюркская ведь подразделяется на 5 основных подгрупп, среди которых находится и интересующая нас кыпчакская подгруппа. И именно к ней относится наш татарский язык. Также в эту подгруппу входит и башкирский язык, поэтому наши языки очень похожи, башкирский и татарский. Мы сегодня с вами будем говорить про фонетику. Начнем с алфавита, как в первом классе. Татарский алфавит состоит из 33 букв русского алфавита, и у нас добавляется 6 собственных букв, которые вы видите. Это гласные звуки и 3 согласные ж, н, х. Давайте начнем со звука Звук у нас это что-то среднее между А и Я.
то есть это очень мягкий А, если так сказать. Например, в русском языке мы можем это услышать в слове сядь, сядь, глянь, ряд. Вот опустите кончик языка к нижним губам, и у вас получится звук Давайте вместе, не стесняйтесь. Такой звук вы уже слышали, кто изучает английский язык. Можно сказать слово black. Мы же говорим на английском. Hat. А в немецком, кто изучал, есть умляут. Black. Если мы говорим на английском, также Давайте потянем вместе Самыми распространенными и важными словами на этот звук являются ми, и. Кто знает перевод? Мама, папа. Ми, и. Записали. А сейчас остановимся на звуке Это что-то среднее между О и Ё, который вы уже знаете. О и Ё. Вот мы когда говорим слово мед, Петр, но в татарском языке короткий. Когда мы говорим мед, мы еще можем тянуть, а тут короткий Также мы говорим на английском слово bird или work. На немецкую букву умляут тоже похоже. Давайте вместе потянем. Углубление надо сделать, чтобы ваши губы были трубочкой. Можете назвать слова на звук Süt. Да, в середине находится süt. Йокла. Запомнили, да? Теперь гласный звук у нас Тут уже точно надо свернуть губы трубочкой. Губки у нас с трубочкой. И также занимает среднее положение между У и Ю. У и Ю у нас как бы выходят грубые, а понежнее. Можно также, мы же говорим слово тюль. Но тут больше слышится У, но тюль, тюк. Мы делаем губы трубочкой. И у нас получается такой звук. Давайте потянем вместе. Есть такие слова урдек, утка, урдек, урнек, образец. Дополнительные согласные буквы также не являются сложными. Вот у нас Ж. Является мягкой формой звука Ж, но только надо произносить мягко. Ж. Он чем-то похож на английский. Ж. И на арабский кто-нибудь, если изучал арабский.
Звук «ж» всегда в русском языке твердый. Жук, жульен, мы всегда говорим твердый. Но мы образуем из него мягкий вариант. Вместо «ж» будем говорить «ж». 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 Получается? Твердый «ж» для татарского языка не характерен, поэтому у нас «ж» как-то мягко произносится, а здесь уже «ж». «Ж». Давайте вместе произнесем «жа», «жо», «жи», «жиляк». «Жида» нужно было? «Жиляк», «жиляк» ягода, «жиляк». «Жею» собирать. «Жиляк». Следующая у нас буква. Это носовой звук, который образуется при помощи маленького язычка. Вот здесь у нас где-то образуется это. Давайте произнесем. Можно это охарактеризовать как «н», но уходящий в нос. Например, в русском языке есть слово «гонг». «Гонг». Там тоже чуть-чуть слышно. Наш. Кто изучал французский язык, там есть такие слова «жардин», как французский. Изучали французский? Кто-нибудь есть? Похоже на «жардин», например, прислов. И в английском языке есть, например, мы говорим «doing», «going», есть такой звук. Еще следует отметить, что со звука у нас ни одно слово на татарском языке не начинается. Только или в конце, или в середине. Например, «йома». А на слов нет, которые начинаются. Получается у вас произносить? «Йома» новый. И последний у нас «х». Это фарингальный звук «х». Образуется в глотке и произносится с придыханием. «Х». «Х». Очень мягкий «х». Очень мягкий «х». Но надо помнить, что татарский «х» более заднего глоточного происхождения. Если мы будем говорить «ша-ха», то мы скажем неправильно. Мягко надо произнести «ша-ха». «Хэм». Вместе скажем. «Хэм». Нежно надо произнести. «Хэм». «Ша-хэм». «Эти», «хэм», «они». Кто переведет? Папа и мама. «Хэм» – это «и». Союз «и». Вот все звуки. Давайте все вместе повторим. Это у нас гласные. И согласные «ж», «х». У вас есть, мы вам раздавали упражнения. Нашли, да? Давайте вместе произнесем первое упражнение. О, оз, эз, от, эт, от, эт, ом, о, эк, ук, ук. Получится быстро? О, эк, ук, ук. Оз, эз, уз, уз.
ос, эс, ус, ос, жи. Вот сначала жи, сама уже потом жи, жи, же, жу, жу. А вот тут надо научиться слышать на слух это у нас 10. Это правое. И когда, если вы скажете четко слово только тогда поймут, что это пол, правая рука, а означает у нас 10. Вот из одной буквы все меняется. Он, ин. Здесь сложновато. Сначала будем говорить твердый х, потом уже наш х. Ха, хас, хат, хауа. То, что пишется хава, а читаем хауа, об этом мы с вами поговорим дальше. Звук А у нас в татарском языке обозначается более задний, более широкий, несколько оглубленный звук ау. Когда мы говорим А, у нас как будто воздух во рту, больше пространства. И у нас татарские слова, например, олма. Звук А у нас говорится так с воздухом во рту. А не алма, а олма. Давайте скажем олма. А вот где мы читали с вами хава, про букву В, у нас, как и в английском, где-то читается В, где-то читается В, как Уильям. Также, если написано слово «авл», мы читаем «ауал». Хава, хауа. В у нас означает и В, и У. Также у нас Г. Если вы замечали, в некоторых словах у нас Г, твердо говорится. Г. У нас может говориться гюль, но можно сказать также гасар. Все это подчиняется закону сингармонизма, к которому мы еще вернемся. Если после этой буквы идет мягкий звук, то и Г будет произноситься мягко. Гюль. А если после Г идет твердый звук, гасар, то и Г будет у нас более произнесенный при помощи маленького язычка. Например, гаяз, гали, гасар. Это получается, как будто человек картавит и не выговаривает. Гасар. Также у нас есть звук К. Также К и Х. Два звука дают также. Кын. Если после К идет мягкий звук, то мы говорим кын. А если после К идет ра, твердый звук, то мы говорим х.
Хорга. Хора. Вот обратите внимание на второе упражнение. И прочтите, пожалуйста, обращая внимание на новые звукобуквы, которые мы с вами прошли. Ме, ре, ше. Пробежитесь быстренько. И попробуйте догадаться о смысле слов. Чайник, чайник, наверное. Чайник, чай, да, чайник, чайник, дырыс. Танька мне говорит, на какие варианты еще есть? Шеф веселый. Шеф Шеф, быстрый. быстрый. Шеф. Белиш пирог. Да? Один. Белиш. 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 Эшлепа. Шляпа. Эшлепа. Шляпа. Шляпа. Кабесте. Капуста. Капуста, капуста, оказывается, совсем не сложно, да? Все можно. Тогда торт. Наса? Торт. Терте это не торт. Терте это... Огромные. Кибисте капуста. Да. Шляпа, а тертельный торт. Нет, Что это такое? это- Что такое ряд? Ряд это ряд. А, ряд, да? Ряд. Вторая строка, кто какие слова догадался? Вы читайте на новые звуки, пожалуйста, старайтесь выговаривать старые. Кулеге. Кулеге. Куреге. Совсем не сложно догадаться. Куреге. Курага. Курага. Буре. Буре. Бурене это бревно. Буре. Буре. Много. Кул рука. Пул рука. Вот непонятно. Вот у вас уже выходит пул. Вы видите, что после буквы К идет У, и у вас получается пул. Кул. Как мы с вами здесь и объясняли. Кук. Что такое кук? Кук. Кук. Кук может означать и небо, кук, Мгм. и свет серый. Мык. Мук. Мук это Мох. мох. Хотела сказать плесень, что ли? Мук. Дальше с Ж у вас получается слова есть знакомые? Кеже. Кеже, совсем не сложно. Жен. Шерсть, да? Жен. Жен нет. Жен черт. Пошла. Джин, как бы говорят, джин. Жиль. Ветер. Жиль ветер. Жиль земля. Жир. Вот здесь вот жир есть и жир. 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 Жиль это жиль ветер, жиль земля. Мгм. Жар. Жар. Вот надо и жи произносить, и после этого грубо произнести. Жир. Жар. Жир. Песня, жар. Жию. Собрание. Жию, да, собираться, жию. Сын. Сын. Поздно. Сын. Сон, поздно, да. Им. Самый, да? Да, им самый, этот ряд молчит. Тон. Тон. Что такое тон? Тон. Луна? Тон. Луна? Рассвет. Рассвет. Луна, ой. Следующий
слово прочитайте. Ренге картошка. Тенре. Тенре, что такое? Тенре. Тенре. Тенгри это Бог. Тенгри мы Бог обращаем. неба. Переводится Тенгри, пишет по-русски, Тенгри. А здесь нету буквы Г в середине. Тенгри нет, пишется Тенгри. Ну нет, по-русски Тенгри пишет. А, по-русски. По-татарски Хищ. Хищ. Все равно, да? Хищ. Хищ. Ёк. Никогда как вот. Хищ. Хава. Воздух. Да? Воздух. Ай, хау. Хауа. То же самое мы с вами про вы говорили. Хауа. А что такое? Хенер. Хюнер. Хюнер. Что это такое? Профессия. Хенер. Хюнер. Хенер. Хюнер есть. Молодцы, молодцы. Получается, у вас выговариваете звуки, вы очень старались. Сложно? Сложно? Горло болит? Нет? А, с горлом. Вот вы, видимо, напрягали горло из-за этого. Надо будет дома просто выговаривать эти звуки, ну, хотя бы выделять этому 5 минут. Еще можно вопрос? А я? А вот хауа, еще раз можно повторить? Как, Произношение? как определяется, что нужно произнести именно хауа? Да-да-да, тоже такой вопрос. Когда В, когда В? Когда В, Позиции или что? Как когда В. определить? Это больше в заимствованных словах. Мы к этому еще вернемся. В, когда мы произносим, мы к этому остановимся. Это больше в заимствованных словах. У нас аул, хауа. Вернемся к этому. Рахмат, что заинтересовались так. Еще вот правило практической фонетики является закон сингармонизма, мы вам говорили. Закон сингармонизма. Мы будем и на следующем уроке к этому возвращаться. Но важно это понять уже с первых занятий и запомнить. В татарском языке, если в первом слоге имеется твердый гласный, то во всех последующих слогах будут только твердые гласные. Например, ба, ла, ла. Вот у нас первый слог. Ба, ла, ла. Вот у нас твердый звук А, и этому закону подчиняется все слово ба, ла, ла. А если в первом слоге мягкий звук ре, син, не. Видите, везде мягкие звуки. Мы не будем говорить ресим, но. Это очень удобно. Да, это очень удобно. Я вам говорила то, что у нас закон сингармонизма. Первый звук твердый, вы сразу уже знаете, что добавлять дальше. Твердые слоги. Вот у нас ба, и с этого пляшут все остальные слоги. Там что-то непонятно? Что непонятно? Нет, нет. А, все понятно. Ба, ла, ла. Ре, син, не. Мы здесь не будем говорить ба, ла, ле. Мы не можем присоединить мягкий. Это закон сингармонизма. Есть, конечно, заимствованные слова,
слова исключения, которые из других языков. Но закон сингармонизма играет везде. У нас присоединяется только, если твердый звук, только твердые окончания. Вот мы с вами, когда про К и Г говорили, об этом уже вспоминали. Если К присоединяется хоза, твердый звук А, значит и К у нас хоза. К, мягкий звук Ü, и К у нас выговаривается мягко. Керим, К, хоза. Также Г проговаривается. Гаса, потому что из-за А. И Г. Чтобы запомнить вот мягкие звуки, твердые звуки, можете переписать. Никаких сложностей, видите, там у нас даже парные А, О, Ü, У, Е, И. Запомните вот этот ряд, и вам не будет сложно составлять, присоединять окончания к словам. Это очень легко. И на слух уже мы будем понимать, твердое это слово или мягкое. Вам понятно? Да, просто буквы из русского алфавита, йодированные Е, Ё, Ю, Я, тогда что тут делают? Они как будут влиять? Где вы видите? Так вот их, нет, вы же сказали 33 буквы русского алфавита. Да. Да, 33 буквы русского алфавита так и остаются и добавляются наши буквы. Нет, ну вот если буква Ё, например, будет стоять после К, что в итоге она будет давать? Или такого нет? У нас нет такого слова. Кювет, например, да? Вы имеете в виду кювет из русского слова, да? Заимственное слово, оно не подчиняется. Нет, ну вот буквы, Е понятно. Ё, Ю и Я. Вот слова с этими буквами. Нет, у нас после К никак не может. Нет таких слов. Кя. С кя у нас нет такого даже слова. Вообще в татарских словах встречаются русские буквы Ё, Конечно, Я. встречается. Вот приведите примеры, чтобы Какое? просто понять, как они будут Сейчас. читаться. Читаться. Ю, например, у нас есть слово ю. Сейчас мы с вами разберем. Слово ю. Л. Ю. Читаться будет? Ну, как Ю и будет читаться, понятно, в начале. Ю. Ну. А вы что хотите услышать? Когда сначала глас согласный, потом гласный. В То середине. есть в начале слова они также будут читаться. Да, То есть они также. Ю, Ю, Я. Да. Йотированные. А после согласных? После согласных, например, слово, какое слово мы возьмем? У нас, по-моему, даже нет таких слов. Вот я и говорю, что они делают. Тут они вообще не нужны. Все заимствованные слова только у нас Нет, получается. ю, Есть вот ю. это ю, она пишется не ю в татарском языке, а пишется первая и кратко ю. Это я То есть вам буквы ю. транскрипцию Нет, я да. вам показала. Нет, так и пишется ю. Ясно. Значит, Это вот я вам показываю транскрипцию. А у нас только заимствованные слова, где ю посередине находится. И так же читается. А-ю. В конце. А-ю. Мы будем читать А-ю. Транскрипция будет так. А-ю. А это А будет вот как вы говорили. О, твердое. А-ю. Да, с воздухом во рту. А-ю.
Дальше будет Получается, типа, вот как в русском языке Ну, есть то есть слово так, «желтый». Сначала идет согласная «ж», Да. твердая, потом буква «ё», она «Ё». смягчает, и получается «жё». В татарском таких родных слов нет, только заимствовано как «кювет», да? Да, да. Всё понятно. Ну, даже слово кювет мы как-то не используем. Кювет. Нет. Дальше будет понятнее, я вам обещаю. А вот давайте прочитаем несколько раз третье упражнение. И попробуем уловить на слух разные слова, мягкие слова и твердые слова. Давайте начнем, чтобы каждый прочитал. Первое слово. Üstel. Üstel. А твердое слово? Орыш. Орыш. Вы слышите? Üstel. Это очень мягко произносится. Üstel, потому что это мягкие звуки. А орыш, там твердые звуки, мы и произносим твердо. Мы с вами говорили, добавляется только если üstel, то мы добавляем üstellerregiznin. Дальше мы это вот будем изучать. Также üstellerregizde. Будем добавлять только мягкие части, только мягкие окончания. А орыш, орышларыбызны. Вот закон сингармонизма. Дальше идет вот твердые все звуки. До конца предложения? Да, до конца предложения. Орышларыбызныкын. Üstelleribizde. Следующее слово прочитайте. Бурене. Бурене. Балык. Мягкое слово. Буренелер. Балыкларыбызны. Шулай. Давайте поактивнее. Дальше. Быстрее. Эшлепе. Ишлепе. Сон. Сон. Хариф. Хариф. Тут твердый х. Хариф. Хариф. Баш. 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 Süz. Süz. Oğul. Ауыл. Siz? Resim, altın. Resim. Altın. Siz? Bet, altı. Ol. Altı. 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 Не о, altı. Рахмет. Дальше. Altı. Это следующая строка. Нет, золо. А, вот это 6, который. Да, да. İki. Тугис. Ики. Тугас. После Г у нас идет твердый звук, поэтому как Г будем говорить? Х. Х. Тугас. Тугис. Рахмет. Üç, sınıf. Üç sınıf. Дальше. Siz? Siz? Кын. Башмак. 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 Не надо глотать последний звук. Башмак. 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 Видите? Твердый звук А. Значит и К у нас. Башмак. Башмак. Молодец. А это правильно? Да, башмак. Нет, вот первое. Кын. Күн. 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 День. Все правильно, правильно. Күн. Кын. Күн. Siz? Tercüme. 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 Мягче, мягче. Tercüme. Tercüme. Ж мягче. Tercüme. Tercüme. Перевод. Koyda. Қойда, где нәрсе қойшан нишік бара ким қатық. Вот здесь мы видим кем, я говорю мягко, кем, потому что е там мягко смягчает к. Қатық, а и у нас твердые звуки, поэтому у меня есть слово қатық. Эскамия, турба.
торба. Вот. Второе правило фонетики. Правило стремления к открытому слову. Если у нас üstel, у нас тут согласные соседи. Это у нас в заимствованных словах только. Üstel, торба. Только в заимствованных словах у нас две согласные идут вместе. Торба. Üstel. Еще вот сейчас мы с этим столкнулись. Третье правило – четкое произнесение последнего слога. Все слоги в татарском языке необходимо произносить отчетливо. И ударение у нас всегда падает на последний слог. Всегда. Всегда. Меня вот это волновало очень. Да. Если вы будете читать с ударением на последний слог, то у вас никогда не будет глотаться окончание слов. Четвертое упражнение. Да, на последний слог. Все слова. Упражнение 4 я вам оставляю как домашнее задание. Надо записать 2 колонки. Мягкие слова и твердые слова. В своей тетради. Ну что, мы с сегодняшней встречи запоминаем закон сингармонизма. Запомнили, как это звучит? Если в первом слоге твердый звук, то у нас все слово подчиняется этому звуку. А если мягкий звук, то все слово присоединяем. Даже окончание, приставки, все мы присоединяем, только мягкие. Это очень легко, как ты заметил. Да? Еще запоминаем дополнительные звуки и их произношение. Старайтесь, пожалуйста, хотя бы 5 минут дома уделить. И то, что всегда ударение падает на последний слог. А сейчас у нас поэтическая перемена. Я даю слово самодеятельному поэту Перми Малик Абы Габдрахманову. Хочу поздравить вас с началом учебного года, татарского языка. Я, правда, тут не знаю, кто как тут. Если изучать родной язык, я считаю, это святое дело. Это надо учить, родной язык надо знать. А если кто-то другой национальность изучает татарский, это еще больше похвалы заслуживает. Вот. Что интерес к татарскому языку у него есть, что знание языка никогда никому не помешало. Вот. Но тем более, если мы татары изучаем свой язык, который когда-то по упущению там родителей, обстоятельств, обстановки мы не могли знать, а сейчас взяли за это, ну, достойно всякого уважения. И я считаю, что знать язык мы, родной язык, все должны, ну, можно сказать, что обязаны. Что значит человек не знает свой национальный язык? Он не может себя назвать человеком той нации, если знает этот язык свой национальный, он не знает. Поэтому язык надо знать, надо изучать. Я вам в этом деле желаю успеха. Как Абдулла Тукай говорил вам, полга, вперед. Старания, тем более мы уже не маленькие дети, нас тут не надо тут особо уговаривать. Если пришли, значит вы понимаете важность, нужность этого дела вам. Ну, давайте изучать, и родной язык надо знать.
я вас просто благодарю за это, что вы пришли изучить свой язык. Поскольку я балуюсь писанием стихов, я Покажем. Ага. Вот, я вам прочту несколько стихов Да, у своих. вас тут есть. Вот. Ну, стихи у меня, конечно, на татарском. Ну, кто поймет, кто не поймет, уж я. Ну, позднее поймет, когда изучит язык. Вот один из этих стихов называется «Тугантын родной язык». Ғасырларда нәсі сақлый, халықларына, милләтіне. Ничек ойырыла башкаларда, кемнәр оештыра дәүләтне? Иң беренче үзенчәлек күрсәтүче йөзен асылын, ул әлбәттә аның теле, белдерүче исемен акылын. Туган телен ана теле, күкрәгенең сөте җылысы. Ерак бабайларның безгә калдырган мирасының изге иң улысы. Татар теле татар җаны, рухи хәзинәсе милләтнең. Аның узган даны, бөеклеге, киләчәге безнең өммәтнең. Тормыш зур океан кебек, без аның йөзгән көймәсе, тел аңа җилкән кебек кирәк әле җилләр өрәсе. Тел шәхеснең таныклыгы, сүзе белән беленә милләте, телне саклау безнең буынга, замананың кушкан әманәте. Узганнарны була сагынып кына, хөрмәт белән карап сыңа, өзелгән тәсбих кебек чәчелербез телсез, югалырбыз без бу дөньяда. Бәллүр кебек чиста саклыйк, гореф-гадәт, тел һәм динне. Үзебезне үзебез зурламаса, юк булырбыз илдә бер көнне. Туган тел милләт авазы, рухларның чорда ватаны. Татар югалса әгәр үз телен, гафу итмәс тарих хатаны. Вот это о том, что о важности знания родного языка.